Давайте немножко поговорим о викарме. Вы, кстати, не устали? Все нормально? О викарме сейчас, о запрещенной деятельности поговорим. Есть 4 вида основные викармы. Самое первое, хочу разобрать викарму, антиродительская викарма. На самом деле, бытует мнение, что мои родители мне испортили мою жизнь. Вот это и называется викарма. То есть мой папа и моя мама плохо относились ко мне, поэтому я такой. Помните вот этот фильм старый такой советский, когда царь, который «Обыкновенное чудо» называется. И Леонов играл царя, и он яд все время подсовывал там своему другу. Он говорит, это бабушка во мне действует, что я могу сделать? С пониманием таким своей судьбе относился. И тут говорит, ты мне же яд даешь. Он говорит, правильно, яд, пей, говорит. Он говорит, я зачем яд-то буду пить, я же помру. Он говорит, что делать? Я же царь, говорит. Не надо тебе периодически яд подсовывать. Такая песня. Это неправильное отношение к своей семье, потому что ты подсовываешь яд не потому, что бабушка плохая, а потому что ты по судьбе получил такую бабушку. Ты сам виноват. Если бы ты в прошлой жизни плохие поступки не совершал, ты бы такую бабушку не получил. Понимаете? Есть одна вещь, которую надо очень сильно знать, что первую карму, которую ты в своей жизни должен отработать, эту карму отношения с родителями. Как она отрабатывается, сейчас я вам объясню. С родителями не надо... Вот смотрите, есть 2 типа отношений с родителями. Близкие отношения и глубокие с родителями означают, что нет плохой кармы или ее мало. Бывают отношения с родителями очень тяжелые и невыносимые. Это означает всегда, что эта карма действует также и на отношения с твоим мужем и женой, и на отношения с детьми. То есть это называется в целом семейная карма, но она начинается с родительской. И человеку в жизни уже показывается через родителей, что будет дальше в твоей жизни. Смотрите, если человек с помощью раскаяния и молитвы не улучшил чувства по отношению к Отцу в своем сердце, значит, будет страдать его положение в обществе и социальное развитие. Если в результате раскаяния и молитвы человек не улучшил свое чувство к матери, значит, в его жизни будет страдать личная жизнь. Отношения с близким человеком и с детьми как-то могут пострадать. Чувство по отношению к близкому человеку и отношения близкие не одно и то же, потому что бывает такая тяжелая карма, что человек не может строить близкие отношения. Почему? Потому что карма очень тяжелая. Сюда не ходи, туда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Понимаете? То есть следует понять, что вообще отработка кармы или улучшение отношений, как люди улучшают отношения. В основном бытует мнение, что улучшать отношения надо друг с другом общаясь. И в этом заключается глубочайшее заблуждение. Потому что когда 2 человека общаются друг с другом, в это время как раз карма и включается, и начинает действовать на мозги. И такие общения заканчиваются всегда скандалом. Поэтому веды говорят, самый лучший способ отработки кармы в отношениях – это внутренняя жизнь. Надо общаться со своим родственником на расстоянии. То есть, что это значит? Это значит, надо молиться за его здоровье, желать ему счастья. И это длительный процесс. Раскаиваться в своих ошибках по отношению к нему и пытаться думать о нем хорошо. Надо вспоминать его хорошие черты характера и пытаться изжить из сердца чувство, что он плохой человек. И это не один день работы, то есть это реально, допустим, с матерью, с отцом отношения улучшить. Надо каждый день в течение года примерно эту практику совершать. Через год что получится? В сердце получится облегчение, но это не значит, что вы к папе придете и у вас будет сюсю-мусю. Понимаете, проблема заключается в том, что бывает такая карма, что никогда не восстановятся отношения, никогда.
Сколько бы ты ни молился. Но если у тебя к отцу или к матери в сердце хорошее чувство, этого уже достаточно. Если ты чувствуешь, что ты в близких отношениях не можешь их строить, тогда их не надо строить. Надо держаться на расстоянии от близкого человека. Но в своем сердце постоянно молиться за него и желать ему счастья. И тогда, если у тебя в сердце легкость по отношению к этому человеку, значит, у тебя в жизни все хорошо. Но есть одна проблема. Некоторые люди, они все время лезут туда, где их прибьет, понимаете? Но есть такой мотыльковый эффект, допустим. Мотылек, он всегда летит на свет, летит, летит. Зачем? Чтобы мозги обпалить. И ему вот надо именно общаться, понимаете? Общаться надо. Вот, допустим, семья разрушается, вот уже еще один шаг, и близкий человек уйдет от тебя. И ты уже знаешь, что нельзя подходить к нему, все, нельзя его трогать, надо садиться и желать ему счастья, молиться много дней, чтобы восстановить отношения. И ты все равно, нет, я схожу. Встаешь и идешь с ним поговорить. И он от тебя уходит, понимаете? Это мотыльковый эффект вот этот вот. Лезть туда, где тебя пожгет, понимаете? Вот это очень опасно. С ним надо быть аккуратным, с этим мотыльковым эффектом. Понимаете? Поэтому надо понять, что отработка кармы означает всегда только внутренняя жизнь. Это отработка кармы, это не то, что человек должен делать в отношениях. Это внутренняя жизнь всегда. И что нужно сделать для своей судьбы? Первое, что нужно сделать, нужно в сердце своем улучшить отношения с мамой и с папой. Потому что через них действуют высшие силы. Вот если взять, допустим, структуру отношений с высшими силами нашу взять, то в высших силах есть женское начало, которое дает тебе счастье в личной жизни и в отношениях с самим собой. Глубокого понимания себя как личность. Женское начало дает. Есть мужское начало, которое дает возможность работать над собой и побеждать свою судьбу. Как бы побеждать отношения внешние и все прочее, судьбу свою побеждать, то есть волю дают, решимость, силу для победы. Мужское и женское начало у любого человека. Высшие силы дают человеку силы для мужского и женского начала. Есть ангелы-хранители, которые с нами связаны через отца, они всегда связаны, или через мать. И если человек не улучшил отношения с отцом и с матерью, это значит, что эти высшие силы на него действовать не смогут по тому каналу, который заблокирован. Допустим, я не улучшил отношения с матерью, значит, в личной жизни у меня будет беда всегда. Не будет помощи, никто мне не будет помогать. Если я не улучшил отношения с отцом, значит, в общественной жизни, в работе, там, в отношениях с людьми, в работе над собой у меня не будет помощи, никто мне не будет помогать. Поэтому первое, что человек для своей нормальной жизни должен сделать, он должен отработать викарму, связанную с родственниками, антиродительскую карму уничтожить в своем сердце. Надо полюбить отца и мать. Это первое, что нужно сделать в своей жизни, дорогие мои друзья. Но я вам скажу больше, что человек должен потом развивать свое чувство отцовской защиты и чувство материнской защиты в отношениях со святыми людьми. Поклонение Богородице и Матери мира дает человеку возможность углубить защиту со стороны матери, а поклонение духовному учителю дает возможность победить, как бы углубить отношения со стороны отца по отцовской линии как бы в своей жизни. И та и другая молитва приводит к высшей защите, высшему благу для человека. То есть человек должен молиться божественному женскому началу и божественному мужскому началу в своей жизни. Без этих молитв жить нормально просто невозможно. Вы, допустим, спрашиваете меня, почему у меня такая тяжелая жизнь? Вот все так спрашивают. А вы хоть знаете, как жить-то правильно или нет? Вы хоть пробовали правильно жить, чтобы эти вопросы задавать? Видите, мы ликбез какой-то с вами получили. Теперь надо учиться правильно жить. Потому что если человек правильно не учится жить, он не может жить нормально. Вот я сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и позапозавчера,
Я ставлю изображение своего духовного учителя перед собой. Начинаю молиться, кланяться ему. И постепенно я вхожу с ним в такие отношения внутренние, в сердце, что я могу для него что-то сделать. Или я мысленно лечу его, или я кланяюсь ему, или я мысленно молюсь за его миссию, или я молюсь за выполнение его наставлений, для того, чтобы он был удовлетворен. Или я молюсь, просто очищаю его стопы, пытаюсь как-то ему послужить лично, так далее. То есть совершаю такие действия для того, чтобы он был доволен в моем сердце. И эта деятельность, она к чему приводит? Я начинаю чувствовать, от него начинает идти сильное сияние. Такое реальное сияние сильное. Оно сначала пропитывает мое существование, потом начинает действовать на все события, связанные со мной, с моими людьми. И все это пространство, связанное с моей жизнью, заполняется само. Я об этом не думаю, я просто думаю о том, как служить своему учителю. Я каждый день этим занимаюсь. И жизнь наполняется глубоким счастьем, удовлетворением от этого. Понимаете, веды говорят, что основная жизнь человека – это внутренняя жизнь. Потому что все, что происходит на внешнем плане, это результат внутренней жизни. Допустим, ты пришел на работу, тебя поругали. Что с этим делать? Ничего. Это значит, в своей внутренней жизни ты не отработал какую-то карму, которая привела к этому скандалу, и все. Некоторые люди, они очень внешне относятся к жизни, они пытаются замять эту ситуацию, там что-то замять этот скандал и все прочее. Но это все бестолковое занятие. Замнешь ты этот скандал, потом другой будет. Понимаете, это все равно, что с потолка штукатурка сыпется, а ты пол подметаешь каждый день. Ну что толку, все равно будет сыпаться штукатурка. Надо штукатурку драить. А это означает молиться, дорогие мои. В сердце надо своем жить, учиться, в сердце. Как полюбить мужа? В сердце. Надо молиться за него, думать о нем. И в сердце отношения устанавливаются, потом внешне начинают становиться хорошими.